Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. 19 марта в новом величественном здании парламента Таджикистана состоялась первая сессия Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В работе сессии принял участие и выступил с речью президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на первой сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. О начале работы первой сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан с новым составом народных депутатов, избранным 2 марта текущего года, объявил самый старший по возрасту депутат, председатель Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода. В начале сессии был исполнен государственный гимн Республики Таджикистан. Депутатами утвержден регламент, определен порядок проведения сессии и отражение рабочего процесса сессий Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в средствах массовой информации. Избрана Временная комиссия по учету голосов по выборам руководителей структур Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Затем тайным голосованием на пост председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан голосами всех депутатов был избран депутат от Раштского избирательного округа номер 12 Файзали Идизода. После этого секретариат сессии, первый заместитель и заместители председателя Маджлиси Намояндагон были избраны посредством электронного голосования. На должности первого заместителя председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан был избран депутат от Единого общереспубликанского округа Шермухамад Шохийон и заместителей председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан депутат от Худжанского избирательного округа номер 13 Мавсума Муини и депутат от Харокского избирательного округа номер 41 Азиз Гиезода. После избрания руководства Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с речью, в которой поздравил новых депутатов парламента страны с избранием на этот высокий и ответственный пост. Было подчеркнуто, что депутаты должны направить все свои усилия, знания и опыт на то, чтобы заслужить доверие народа страны. Глава государства выразил удовлетворение результатами выборов, которые прошли 2 марта текущего года в свободной, демократичной и прозрачной атмосфере. Депутатов призвали прилагать усилия для реализации своей предвыборной программы, при принятии законов и решений других вопросов ставить интересы общества, государства и граждан в центр своей деятельности, а также добросовестно стремиться к устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния жителей страны. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в состав нового парламента избраны ученые, юристы и экономисты, промышленники и работники сфер науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики и строительства, представители других профессий, каждый из которых является опытным специалистом, уважаемыми и признанными в обществе личностями. В частности, было подчеркнуто, что в состав парламента нового созыва были избраны 18 женщин, что на 4 человека больше, чем депутатов предыдущего созыва, что свидетельствует об их активном участии в государственных и общественных делах, повышении статуса женщин в обществе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал важной роль законодательства в реализации стратегических целей страны и потребовал дальнейшего укрепления деятельности парламента Таджикистана в этом направлении. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил законодательному органу расширять сотрудничество с соответствующими органами, в частности, субъектами законодательной инициативы и правоприменительными органами. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высказал мысли о важности и приоритете принятия программ и стратегий, счел необходимым мобилизовать все ресурсы и возможности для качественного и своевременного выполнения национальной стратегии развития страны на период до 2030 года. Лидер нации поручил депутатам Маджлиси Намояндагон уделять серьезное внимание цифровизации своей деятельности и электронному обороту документов.
Было отмечено, что депутаты Маджлиси Намоэндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан обязаны придавать первостепенное значение при разработке и принятии законов, в том числе в области поддержки предпринимательства, в частности производственного предпринимательства, большего привлечения инвестиций, цифровой экономики и безналичных расчетов, вопросу о всеобъемлющем механизме исполнения законов, включая экономические, финансовые и культурные основы их реализации. Напомнив о глобальной инициативе Таджикистана по продвижению вопросов воды и климата, в том числе по защите ледников, глава государства счел необходимым, чтобы парламент внес свой эффективный вклад в этом направлении. Важным шагом было признано расширение взаимодействия народных депутатов с другими ветвями государственной власти, исполнительной и судебной, институтами гражданского общества, а также избирателями. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал депутатов быть в первых рядах во всех общественных и политических мероприятиях, добрых и созидательных делах, демонстрировать высокую политическую культуру, подавать пример в соблюдении закона, верности Родине и народу Таджикистана, быть непримиримыми ко всем видам правонарушений, в том числе коррупции. Подчеркнута необходимость активного участия депутатов в процессе подготовки к великому национальному празднику 35-летию государственной независимости. В завершении выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с полной уверенностью заявил, что депутаты будут выполнять свои обязанности, определенные в Конституции и законах, с высоким чувством патриотизма и чувством ответственности за сегодняшний и завтрашний прогресс Таджикистана, устойчивое и быстрое социально-экономическое развитие страны, обеспечение верховенства закона, защиту прав и свобод человека на высоком и эффективном уровне. Мы продолжаем выпуск. Навруз – праздник возрождения, единства и объединения народов. Сегодня в столице Таджикистана состоялся 4-й международный форум «Навруз-Душанбе. Ось культурных и туристических связей». Проведение данного форума, который пропагандирует общечеловеческие ценности красивого весеннего праздника, лучезарного Навруза, стало уже доброй традицией. На этом праздничном мероприятии побывала и наша коллега Шахло Бердыева, которая расскажет подробно не только о культурных и туристических возможностях Таджикистана, но и философской сущности этого благословенного праздника. В эти дни в Душанбе особенно многолюдно. Столица в праздничном убранстве. Жители и гости столицы с улыбками на лицах отмечают праздник Навруз. Так, на 4-й международный форум под названием «Навруз-Душанбе. Ось культурных и туристических связей» в Таджикистан съехались ученые, представители сферы культуры и туризма. В рамках форума была организована выставка, олицетворяющая символы и атрибуты лучезарного Навруза. Здесь также были представлены произведения искусства. У участников форума особый интерес вызвала народная живопись, национальная вышивка, ювелирное дело, керамика и традиционные ремесла. С большим удовольствием гости знакомились с богатым культурным наследием таджикского народа, красивыми наврузовскими традициями и обрядами. По словам специалистов, цель форума – пропаганда общечеловеческих ценностей международного праздника Навруз, развитие туризма, презентация национального туристического бренда, представление сувениров для туристов, рациональное использование природных ресурсов. На форуме было подчеркнуто, что праздник Навруз был возрожден благодаря мудрой, дальновидной и культурной политике лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. И народы мира считают Таджикистан страной Навруза и родиной Навруза. Напомним, что ежегодно в Республике Таджикистан, особенно в ее столице, под руководством председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, на высоком организационном уровне отмечается международный праздник Навруз, в рамках которого проводятся различные культурно-развлекательные, научно-практические, массовые и спортивные мероприятия, такие как радостный караван Навруза, красочная театрализованная программа, международный форум Навруз Душанбе, ось культурных и туристических связей, международный туристический фестиваль Навруз Душанбе и другие.
Программа научно-практической конференции, посвященной Наврузу, которая проходила в Институте развития образования имени Абдурахмона Джами, Академии образования Таджикистана, была весьма обширной и интересной. Навруз – это утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновления. В Институте развития образования имени Абдурахмона Джами Академии образования Таджикистана прошла научно-практическая конференция «Навруз – величайший народный праздник и национального единства». В рамках конференции была организована выставка народных ремесел, а также были продемонстрированы национальные игры. Участники мероприятия отметили значимость Навруза как культурного и исторического праздника, объединяющий народы, отражающий традиции и ценности таджикского народа и других стран мира. На научно-практической конференции было отмечено, что международный праздник Навруз является одним из популярных праздников в мире с его гуманистическими качествами, признанными мировым сообществом как уникальное достижение общечеловеческой культуры и славится своими особенностями, которые сеют добро, радость, счастье и победу. В рамках конференции активные сотрудники за значительный вклад в развитие сферы образования были награждены нагрудными знаками «Отличник образования и науки Таджикистана» и почетными грамотами. Лучезарный Навруз играет значительную роль в укреплении связи между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства. Его традиции и ритуалы отражают культурные и древние обычаи цивилизации Востока и Запада, получившие распространение в контексте взаимообмена человеческими ценностями. Шахло Бердиева, Махмад Саиди Камол. Новости. Ключевое место в национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года занимает право человека на доступ к безопасной питьевой воде и санитарии. Именно поэтому в стране ведется активная работа по реализации этой важной цели. Реализация ряда проектов по водоснабжению в городах и районах страны свидетельствует о том, что из года в год эффективно решаются водные проблемы. Тему продолжит Зумрат Фазиева. В рамках проекта по водоснабжению при финансовой и технической поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан в селе Кадучи Джамуата Бобошойон Васейского района восстановлена металлическая емкость объемом 25 кубических метров. Проведена линия водоснабжения на расстояние 1140 метров, установлен глубинный насос, электрический щит управления насосом, а также домашние и уличные водопроводные колонки. В результате реализации проекта более 350 домохозяйств, то есть 2450 человек, а также местная школа на 550 учащихся и медицинский пункт обеспечены чистой питьевой водой, что привело к улучшению условий жизни населения и уменьшению инфекционных заболеваний. Раньше жители этого села испытывали нехватку питьевой воды, но теперь в свете политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по благоустройству и реализации проекта водоснабжения эта проблема устранена. Мы, сельчане, выражаем благодарность филиалу Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан за то, что в наше село Кадучи Васейского района в кратчайшие сроки проведена линия водоснабжения. Теперь у нас проблемы с питьевой водой полностью решены. Кроме того, у нас появилась возможность активно заниматься выращиванием различных огородных культур на своих приусадебных участках. Ключевое место в национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года занимает право человека на доступ к безопасной питьевой воде и санитарии. Поэтому в стране ведется активная работа по реализации этой важной цели. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбак. Новости.
Информационную картину дня завершают спортивные новости. Известные таджикские борцы примут участие в турнире всемирного тура дзюдо Тбилиси Гранд Слэм 2025, который пройдет 21-23 марта текущего года в столице Грузии, городе Тбилиси. На сегодня в турнире зарегистрировано 403 спортсмена, это 228 мужчин и 175 женщин из 53 стран 5 континентов. В состав сборной Таджикистана вошли 8 спортсменов, которые будут соревноваться среди мужчин. Напомню, что общий призовой фонд турнира составляет 154 тысячи евро. Победители в каждом весе 7 среди мужчин и 7 среди женщин будут награждены по 5 тысяч евро, серебряные медалисты по 3 тысячи евро, ну а обладатели бронзовых медалей получат по 1500 евро. Ну и кроме того, спортсмены, которые кроме медалей получат привилегии в мировом реестре. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.